Добрый день, уважаемые коллеги. Представлюсь, меня зовут Евгений Викторович Поляков, являюсь старшим методистом кафедры социально-гуманитарного образования, также являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Сегодня мы с вами обсудим одну из актуальных методических проблем – это работа с картографическим материалом. Тема нашего семинара посвящена рассмотрению трудных аспектов единого госэкзамена по истории. Это работа с картографическим материалом. На семинаре мы с вами вспомним о том, какие бывают виды исторических карт и особенности работы с ними. Рассмотрим работу с картографическим материалом в проблемном ключе. Представим некоторые методические рекомендации, касающиеся работы с историческими картами, в том числе при выполнении заданий 8, 9, 10 и 11 в рамках выполнения единого государственного экзамена по истории. Вот такой план нашей сегодняшней работы. В концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, выделяются три содержательные линии учебного предмета «История». Это хронологическое время, это историческое движение и это историческое пространство. Что подразумевает под собой историческое пространство? Это прежде всего историческая карта России. Отражение на исторической карте процессов взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. Как вы видите на экране, в примерной рабочей программе основного общеобразования по истории отражены планируемые результаты освоения учебного предмета «История». Одним из значимых предметных результатов освоения учебного курса является умение читать и анализировать историческую карту, характеризовать на основе исторической карты схемы, исторические события, явления, процессы, составлять информацию, представленную на исторической карте или схеме, с информацией из других источников. Работа с картой связывает предмет историю и географию. Историческая карта, как вы прекрасно знаете, это наглядно условное графическое пособие, служащее для локализации исторических событий в пространстве, созданию представлений о географической среде, в которой они развивались. Исторические карты создаются на географической основе и представляют собой уменьшенные, обобщенные, образно-знаковые изображения исторических событий или периодов. Изображения даются на плоскости в определенном масштабе с учетом пространственного расположения объектов. Авторитетный специалист в области методики преподавания истории Наталья Ивановна Ворожейкина предлагает следующие классификации исторических карт. То, что вы видите на экране. Это исторические карты по содержанию, по обхвату территории, по оформлению и по масштабу. Первая классификация, предполагающее деление исторических карт по содержанию, включает в себя общие исторические карты, отражающие события в стране или группе стран, их положение, состояние на изучаемом этапе. Например, историческая карта Российской империи во второй половине XVIII века. Общая историческая карта дает общее представление о данном периоде, изменчивость историко-географического положения, то есть изменение территорий, государственных границ, демографические процессы, которые происходят в определенный исторический период, военные действия, социальные движения и так далее. Следующий вид исторических карт по содержанию – это обзорные исторические карты.
Значит, обзорные исторические карты, они отражают цепь последовательных явлений в развитии определенного явления в истории конкретной страны или региона. Например, карта изменения государственных границ русского государства или историческая карта Российская империя с начала 19 века по 1861 год. Информация обзорных карт не исчерпывается на одном уроке, а анализируется и сопоставляется на всем протяжении изучаемой темы. Далее, еще один вид исторических карт по содержанию – это тематические исторические карты. Они отражают отдельные события, подчеркну, отдельные события, ну или стороны исторического процесса. Например, историческая карта о Великой Отечественной войне или карта, вот как вы видите на экране, это персидский поход Петра Великого. В тематических исторических картах нет общей информации, имеющей косвенное отношение к темам. Но вот изучаемое событие или явление раскрыто с детальной точностью. Этот тип карт преобладает в школьных учебниках по истории, в атласах. Разновидностью тематических карт являются карты-схемы, которые имеют минимальную нагрузку. Далее, уважаемые коллеги, давайте мы с вами рассмотрим следующие виды карт по обхвату территории. Как вы видите на экране, выделяются следующие виды исторических карт. Это мировые карты, например, мир в 21 веке. Бывают материковые карты, например, историческая карта Европа в 16 веке. Карта отдельных государств, ну, например, Древняя Русь в 9-12 веках. Также давайте мы с вами рассмотрим, какие еще бывают виды карт по масштабу. Выделяют карты крупномасштабные, ну и мелкомасштабные, небольшие карты. По оформлению, какие бывают карты? Это настенные исторические карты. Также делятся карты на атласы и контурные карты. Ну, атласы и контурные карты являются пособиями, спутниками к учебникам по истории, да? Так, на сегодняшний день по результатам работ единого государственного экзамена можно констатировать проблему обучающихся в выполнении заданий с историческими картами. Давайте, уважаемые коллеги, попытаемся выяснить, почему дети испытывают трудности в выполнении заданий с историческими картами. Ну, во-первых, часто встречается такая ситуация, что на уроках учитель никак не использует карту. Настенные исторические карты есть, возможно, даже учителя обращаются к этим картам, чтобы показать какой-то объект, но эта работа, она ведется фрагментарно, но не систематически. И вот это действительно проблема. Во-вторых, в российских школах учебно-воспитательный процесс по истории ограничивается лишь использованием учебника. Не используются атласы, контурные карты как пособия-спутники к учебникам. Безусловно, это приводит к ограниченности восприятия школьниками исторического пространства. Так, в-третьих, существует проблема недостаточного использования разных видов методик и технологий по работе с картографическим материалом. Для того, чтобы повысить должный уровень картографических знаний учащихся по предмету история, необходимо последовательно решать обозначенные выделенные проблемы. Первое – это систематическое использование в ходе урока, в процессе выполнения домашних заданий по истории разных видов исторических карт. Настенных карт, атласов, карт учебника, контурных карт при выполнении заданий. Уважаемые коллеги, подчеркну, что
что именно систематическое использование на уроке контурных карт способствует формированию письменной памяти, лучшему запоминанию исторических процессов, явлений, событий, умении читать карту как книгу. Основной причиной можно считать то обстоятельство, что в последние годы учителя истории чаще всего используют историческую карту в качестве иллюстрации, то есть подтверждение слов учителя или текста учебника. Доминирующими функциями исторической карты на уроке истории должны быть информационная функция, обучающая функция, развивающая, контрольная, но ни в коем случае не иллюстративная функция. Именно активная системная работа с картами по истории способствует продуктивному формированию исторического пространства обучающимся. Уважаемые коллеги, сейчас мы с вами обсудим, как можно использовать карты на уроках истории. Рассмотрим методические аспекты решения данной проблемы. Уважаемые коллеги, напомню вам общие правила работы с настенной картой. Вот вы видите на экране методические рекомендации по использованию карт на уроке истории. И первый пункт — это соблюдение правил работы с настенной картой. Стоять у карты необходимо сбоку, лицом к классу, чтобы дети видели объекты показа. Границы стран обводятся указкой по замкнутой кривой. Города отмечаются прикосновением к условному кружку, а не к названию города на карте. Но это делается для того, чтобы дети могли увидеть географический объект. Реки показываются по течению от истока к устью. Направление военных действий, походов и передвижений указывается по обозначенным на карте стрелкам. Показ всегда должен сопровождаться рассказом. Выбранный тип исторической карты должен сопровождаться соответствующим текстом, текстовым дидактическим материалом. Общие и обзорные карты сопровождаются аналитическим описанием, обобщающей характеристикой, объяснением, рассуждением. Самое главное — это проблемное изложение материала. Тематические карты сопровождаются картинным описанием местности и рассказом о том или ином историческом событии, которое описывается на карте. Уважаемые коллеги, при обращении к исторической карте необходимо не только правильно показывать на карте изучаемый объект, но и словами определить его местоположение. То есть указывается название материка или его части, района. Местоположение соотносится с близлежащими географическими объектами, например, морями, государствами, реками, городами. Обозначается ориентировочное направление, то есть где это происходит событие, это северо-запад, юго-запад, то есть определяются стороны света. Очень важно при изучении исторического события показывать географические объекты. Например, тематическая историческая карта, посвященная историческому событию битве на Куликовом поле. Учащимся необходимо показать близлежащие географические объекты. Например, реку Непрядву, реку Дон. В последующем, при выполнении картографических заданий, у обучающихся слова Непрядва и Дон, они будут ключевыми словами-маркерами, которые будут ассоциироваться с учащихся с событиями 1380 года. Подчеркну, что любой историко-географический объект на карте необходимо определять в системе с другим объектом. Вот, например, знакомясь с городом, его место необходимо связать с представлением с рекой, морем, другими городами. Приведу пример.
при рассказе города Новгорода можно рассказать о реке Волхов, на берегах которой он расположен, и озеро, в которое впадает река Волхов. То есть вот для ребенка уже слова Волхов, это будет какой-то маркер, да, слово маркер, который будет ассоциироваться с городом Новгород. А также при работе с картой важно демонстрировать исторические события на других картах, чтобы учащиеся смогли найти на другой карте искомый город или географический объект, связанный с определенными историческими событиями. Вот таким образом у ребенка формируется перенос умения находить расположение города на любой другой карте. Иначе ученики чаще всего запоминают объект зрительно, в своем подсознании фиксируют. Ага, ищи Новгород в верхнем левом углу карты. А на другой карте там его уже не найти, да? Поэтому нужно переносить какие-то географические объекты на больших картах. Хочу отметить, что представление школьников об историческом пространстве углубляется при одновременном использовании изобразительных наглядных пособий. Например, картин, фотографий, макетов местности, а также образных фрагментов из художественной и научно-популярной литературы. Ну вот, например, при изучении внешней политики Екатерины II с последующим показом на исторической карте Крымского полуострова учащимся можно продемонстрировать картину Ивана Айвазовского, вот видите на экране, «Посещение Екатериной Феодосии». Вот таким образом у учащихся будет лучше формироваться зрительное впечатление о данном географическом объекте, да, на основе привлечения наглядного дидактического материала. Дело в том, что у выпускников, выполняющих задания номер 8, 9, 10 и 11 единого госэкзамена, по истории выявляется одна проблема, но это ключевая проблема. Это как узнать карту. То есть как определить географическое расположение данного фрагмента карты и хронологический период, к которому относятся события. Между тем, мы все с вами прекрасно знаем, что та или иная информация об изучаемом объекте уже заложена в самой карте. То есть информацию о том или ином историческом событии, обозначенном на исторической карте, можно найти, изучив легенду карты. Это условное обозначение карты. То есть карта фактически это источник информации, так же как и текст учебника, так же как и письменные и изобразительные источники. Карту можно прочитать, можно расшифровать. Да? Значит, умение работать с легендой карты, понимать масштаб и условные обозначения требуют первоочередного внимания педагога. Причиной плохого понимания учащимися условных обозначений, то есть легенды карты, является то, что либо ученики их не отмечают в контурных картах, либо копируют условные обозначения, не задумываясь, что они означают. То есть выполняют работу в контурных картах автоматически. Поэтому, чтобы умение читать легенду карты не забывались, при знакомстве с новой картой учителю следует задавать школьникам следующие работы, побуждающие детей работать с легендой картой, с условными обозначениями. Ну, например, ребята, что обозначают красные стрелки? Какая территория отмечена на карте желтым цветом? И так далее. То есть важно, чтобы ребенок прекрасно понимал, что же происходит на данной карте. То есть таким образом у него будет формироваться регулятивное универсальное учебное действие, умение работать с картографическим материалом. Проблема узнавания карты учащимся требует детальной работы и длительной работы. Чтобы ученику понять, что за фрагмент карты предложен на экзамене, необходимо
определить место этого фрагмента в пространстве и во времени. Причина затруднений учащихся проста. На уроке истории чаще всего используются тематические карты. Попытку решить эту проблему только развитием зрительной памяти у учащихся представляется все-таки таким тупиковым путем. То есть нужно решать иными способами данную проблему. Как вот это решить, эту проблему? Как это сделать на уроке? Можно использовать такой методический прием. От общего к частному. То есть, прежде чем познакомить учеников с новой тематической картой, необходимо предложить им и показать территорию, на которой происходит изучаемое событие на общей настенной карте. Вот таким образом можно решить данную проблему. Для того, чтобы учащиеся могли определить историческое время, хронологические рамки того или иного периода, когда произошло то или иное историческое событие, важно обращать внимание учащихся на то, как менялась топонимика. То есть, например, как менялись названия городов в определенный исторический период. Например, мы знаем, что современный город Волгоград в разные периоды истории назывался Царицын, Сталинград, а также Санкт-Петербург в разные исторические периоды назывался Петроградом, Ленинградом. Вот как эти знания можно применить в практике работы с заданиями на картографический материал? Например, если на карте ребенок увидит название Петроград, значит определенное событие произошло в период с 1914 по 1924 годы. Таким образом, школьник уже обозначил определенные хронологические рамки обозначенного на исторической карте процесса. Уважаемые коллеги, сейчас предлагаю рассмотреть систему работы с заданиями номер 8, 9, 10, 11, которые размещены в демонстрационном варианте контрольных и измерительных материалов Единого государственного экзамена 2022 года по истории. Общие рекомендации при выполнении данного задания. Во-первых, необходимо будет детям внимательно изучить карту. То есть прежде чем решить эти задания, внимательно изучить карту, легенды карты, условные обозначения и внимательно прочитать все задания. Задания номер 8, 9, 10, 11. Почему необходимо это сделать? Дело в том, что в самих заданиях есть косвенные и даже прямые подсказки к правильным ответам. Например, прочитав в задании 10 отрывок текста, князь взял столицу хазарского каганата в дельте реки Волги, уже ребенок может понять, что речь идет о князе Святославе. Кроме этого, мы с вами говорили о том, что при изучении карты необходимо детально изучить легенду карты. В легенде мы видим слова-подсказки. Это название славянских племен. В самой карте обозначены названия славянских племен, да? Вот вы видите на экране: древляне, волыняне, кривичи, мордва, печенеги и так далее. То есть таким образом, в принципе, ученик уже может на основании анализа определить, что речь пойдет о Древней Руси. И большая подсказка — это стрелки, которые обозначают военные походы в Волжскую Булгарию, хазарский каганат. Тем самым у ребенка
При активном изучении карты должна в голове выстроиться картинка о том, что данная тематическая карта посвящена военным походам князя Святослава в X веке. Соответственно, в задании номер 8 ответ будет X век. Вот обратите внимание, да, на условия задания. Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме. Ответ запишите словом. То есть ребенок должен понимать, что нужно будет записать ответ именно словом, а не числом. То есть вот это задание еще проверяет усвоение регулятивных универсальных учебных действий ребенком. Так, ну и задание 9. Укажите имя князя похода, которого обозначено в легенде схемы цифрой 1. Так, это князь Святослав. Так, давайте мы с вами прочитаем задание номер 10. Значит, прочтите текст о событиях, отраженных на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое дважды пропущено в этом тексте. Так, зачитаю это задание. Князь взял столицу хазарского каганата в дельте реки Волги. После этой победы он продолжил поход, так как у хазар было еще несколько крупных городов. Князь повел дружины по берегу Каспийского моря на юг к старой столице хазарского каганата, ну и пропущенное слово. Это был крупный город, в котором правил монарх, имевший свое войско. Поход на этот город был скоротечен. Неприятельское войско было разгромлено и рассеяно по окрестным горам какого-то города, заняли без боя. Дальше на юг киевский князь не пошел. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что это задание предполагает соотнесение текстового материала, вот самого материала этого задания, с картографическим материалом. То есть ответ, название города, приведен прямо на карте. Тем самым учащиеся, вот исходя из этого текста, они найдут на карте хазарский каганат. И дальше, ориентируясь по черным стрелочкам, они могут увидеть, значит, город Семендер. Это старая столица хазарского каганата. В принципе, это задание несложное и направлено на активную работу с картами и в данном случае с историческим источником. Так, последнее задание номер 11. Давайте поработаем с этим заданием. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры, под которыми они указаны. Так, первый пункт. Цифрой 5 на схеме обозначен город Новгород. Так, второе. В ходе событий, обозначенных на схеме стрелками, русское войско взяло город Перемышль. Третье. В городе, обозначенном на схеме цифрой 6, согласно повести временных лет, принял крещение киевский князь Владимир. Четвертое. На схеме обозначен политико-административный центр Восточнославянского племенного союза древлян. Так, пятый пункт. Цифрой 4 на схеме обозначен город Кашлык. Ну и последнее, шестое. Киевский князь Олег совершил поход, обозначенный в легенде схемы цифрой 2. Так, ну вот в принципе данное задание, оно направлено на привлечение как остаточных знаний ребенка, так и непосредственную работу с картой. Так, ну давайте проанализируем. Значит, при рассмотрении первого пункта задания цифрой 5 на схеме обозначен город Новгород. У ребенка должна сработать ассоциативная память, связанная с сопутствующими географическими объектами. Об этом вам сегодня говорил, да? То есть вот циферка 5, ребенок видит близлежащие географические объекты, это Псков, Ладога. Ну и тут в данном случае для ребенка это будут слова-маркеры. Школьник понимает, что рядом с данным географическим объектом, да, действительно находится город Новгород.
Значит, первый пункт правильный. Так, второй пункт давайте рассмотрим. В ходе событий, обозначенных на схеме стрелками, русское войско взяло город Перемышль. Вот внимательный ученик, изучив карту, увидит, что городу Перемышль, давайте найдем с вами на карте этот город, вот он, да, Перемышль. Значит, не ведут стрелки, не ведут черные стрелки, а значит, данное высказывание, данное суждение, оно неверное. Так, третий пункт данного задания. В городе, обозначенном на схеме цифрой 6, согласно повести временных лет, принял крещение киевский князь Владимир. Вот здесь, так, ну, во-первых, дети должны увидеть, где эта циферка 6, да, а вот здесь, конечно, нужно будет привлекать уже дополнительные остаточные знания по предмету история. Здесь ребенок должен вспомнить о том, что князь Владимир принял крещение в городе Херсонес, да, вот здесь, поэтому отпадает третий вариант. Так, четвертый, давайте мы с вами рассмотрим, пункт 4. На схеме обозначен политико-административный центр Восточнославянского племенного союза древлян. То есть, опять же, дети должны найти, где расселились древляне, да, вот их место расселения, да, ну и, значит, вспомнить город Искоростень, да, значит, центр Восточнославянского племенного союза, город Искоростень. Да, данный пункт задания правильный. Четвертый — это правильный ответ. Рассмотрим пятый пункт. Значит, цифрой 4 на схеме обозначен город Кашлык. Так, вот, да, вот эта цифра 4. Уважаемые коллеги, дело в том, что хочу обратить внимание на то, что у ребенка должна сформироваться ассоциативная память определенных географических объектов, связанных с тем или иным историческим периодом. Вот, например, Чудское озеро должно ассоциироваться с ребенком с ледовым побоищем, да, которое произошло в 13 веке, в 1242 году. Таким образом, город Кашлык у ребенка на основе активной работы, систематической работы с контурными картами должен ассоциироваться с походом Ермака, с освоением Сибири в 16 веке. То есть город Кашлык уже не относится к данному историческому периоду. Поэтому пятый пункт неверный. Шестой пункт. Киевский князь Олег совершил поход, обозначенный в легенде схемы цифрой 2. Так, ну вот получается, да, это стрелочки. То есть это поход, получается, на Византию. Да, действительно, князь Олег совершал военные походы на Византию. То есть в связи с этим шестой пункт будет правильный. То есть это задание номер 6 тоже направлено на привлечение остаточных знаний по предмету история. Уважаемые коллеги, в качестве материалов для подготовки ребят к изучению разных видов исторических карт хочу вам посоветовать следующую литературу. Это пособие «История. Трудные задания ЕГЭ. Работа с картами» под редакцией Артасова, Мельниковой, Войцек. Москва, издательство «Просвещение», 2019 год. Вот что мне нравится в этом пособии. Мне нравится, что данный сборник заданий, во-первых, был подготовлен сотрудниками ФИПИ, сотрудниками Федерального института педагогических измерений. То есть это, по сути, составители ЕГЭ по истории, что уже увеличивает шансы на использование в сборнике карт из реальных экзаменационных вариантов. Также в этом сборнике учителям,
Даны советы по решению заданий и приведены ответы по всем заданиям. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами рассмотрели работу с картографическим материалом в проблемном ключе. Рассмотрели некоторые методические рекомендации, касающиеся работы с историческими картами. Думаю, что наш семинар был продуктивен и будет полезен в вашей работе. Вместе с тем, хочу отметить, что методик, технологий по работе с картами их достаточно много. И думаю, что мы с вами на следующих семинарах продолжим рассматривать иные аспекты данной темы. Уважаемые коллеги, спасибо вам за проявленный интерес к данному семинару. Хочу пожелать вам удачи, успехов в вашей профессиональной деятельности. До свидания.